الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وسيد العالمين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие мои братья, я сегодня хочу поговорить о том, как Всевышний Аллах Азза ва Джалля взял на себя защиту посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как Аллах Азза ва Джалля обещал пророку, алейхи салату вассалам, что никто не сможет ему навредить, а если тот, кто попытается это сделать, что Аллах сам будет достаточен для этого противника, который выступает против пророка, алейхи салату вассалам. Всевышний Аллах в Коране сказал: «Бисмиллахи рахмани рахим, валлаху я'асимука минан нас». Воистину Аллах Азза ва Джалля сохранит тебя, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, от вреда людей. Аишат, радийаллаху анха, она рассказывает и говорит: «Кана набию саллаллаху алейхи вассалям юхрасу хатта назалат хадихи л-ая, валлаху я'асимука минан нас». Пророка, алейхи салату вассалам, охраняли, были охранники, которые находились из подвижников, которые находились рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пока не был ниспослан этот аят. До ниспослания этого аята пророка, алейхи салату вассалам, говорит, охраняли. А когда, говорит, был ниспослан этот аят, فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني ربي عز وجل. Когда, говорит, был ниспослан этот аят, пророк, алейхи салату вассалам, говорит, высунул свою голову из комнаты и сказал с подвижником: асхабы, люди, расходитесь. Воистину меня сохранит Аллах. Меня сохранит Аллах. Расходитесь. Те, кто находились рядом, сказали: уходите. Все. Поэтому много было попыток, много было, покушений на пророка, алейхи салату вассалам. Много было попыток покушений. Но ни одного человека не получилось навредить пророка, алейхи салату вассалам, потому что Аллах взял на себя защиту посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также Всевышний Аллах в другом аяте говорит: «Инна кафайнака аль-мустахзиин». Мы будем достаточными для тебя, имеется в виду, мы будем отвечать тем людям, которые будут издеваться над тобой, я Расул Аллах. Аллах говорит: мы, говорит, будем достаточны тем людям, которые издеваются над тобой, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому те люди, которые будут, чем бы ни было, упрекать пророка, алейхи салату вассалам, обвинять его, делать карикатуры, издеваться над ним, проявлять насмешку, издевательство над посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, этих людей ждет суровая, мучительная кара и в дунья, и в ахирате. Почему? Потому что они осмелились навредить кому? Господину человечества, посланнику Аллаха, избранного из всех людей. Разве Аллах Азза ва Джалля позволит, чтобы его любимца кто-то оскорблял? Разве Аллах допустит, чтобы тот, кто оскорбляет его любимца, чтобы его не постигла кара наказания, если он, конечно, не сделает таубу, если его таубу не будет принята Аллахом? Есть исключение. Если вдруг раскается, таубу сделать, если Аллах примет его таубу. А иначе этого человека ждет суровое наказание и в дунья, и в ахирате. Дунья заканчивается, но ахиратский не заканчивается. Вечный ад.
Также многие есть, значит, версии хадиса пророка, алейхиссалату вассалам, как это было, значит, после Бадра, говорят, это было во время Хунайна. Несколько раз было попыток, значит, достоверный хадис и Бухари, Муслим также приводится, «Анна Гаврат ибн аль-Харис, صاحب هذه القصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه فرجع إلى قومه». Приводится от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Кана иза назаля манзилан ихтара лаху асхабуху шаджаратан якилу тахтаха». Когда однажды пророк, алейхиссалату вассалам, остановился вместе со своими сподвижниками в одном месте, асхабы выбрали для него дерево, под которым была тень, чтобы под это дерево, значит, мог лечь, значит, отдохнуть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Возвращаются с газавата, уставшие, хотели обеденное время чуть-чуть, значит, сделать передышку. Нашли для него дерево, значит, с тенью, и сказали: «Я Расул Аллах, ложись под этим деревом, отдохни». И в это время فَأَتَاهُ أَعْرَبِيٌّ فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي فقال الله عز وجل فارتعدت يد الأعرابي وسقط سيفه وضرب برأسه الشجرة حتى سال دماغه. Пришел один бедуин, это время смотрит, Расулуллах спит. Асхабы, каждый нашел где-нибудь себе более подходящее место, нашли тень, значит, тень, и все разошлись от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Воспользовавшись этим моментом, приходит один араб, а на этом дереве висела сабля пророка, алейхиссалату вассалам. Взял саблю, стоит над головой пророка, алейхиссалату вассалам, и говорит: кто теперь, сейчас, кто тебя защитит от моей этой сабли? Стоит над пророком, алейхиссалату вассалам. Расулуллах просыпается, видит, над ним стоит человек с саблей, хочет размахнуться, значит, убить пророка, алейхиссалату вассалам. Тогда Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах, меня от тебя защитит Аллах». Когда Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Меня от тебя защитит Аллах», это время, говорит, начала дрожать рука этого араба. В других хадисах у него окаменела рука. С рук, говорит, выпала сабля, меч пророка, алейхиссалату вассалам. Расулуллах, говорит, встал, взял свой меч в свои руки и сказал: «Вот от тебя меня защитил мой Аллах. А сейчас кто тебя защитит от моей этой сабли? У тебя нет Аллаха, у меня есть Аллах. Мой Аллах меня защитил. Тебя сейчас кто защитит?» Когда, говорит, у него выпала, значит, сабля, скажем, меч пророка, алейхиссалату вассалам, у него рука задрожала, меч упал, он, говорит, сам не понял, как свою голову ударил об дерево, значит, с мозгов, говорит, значит, кровь, говорит, потекла. Значит, в другой версии этого хадиса этот человек, говорит, был Гаврат ибн аль-Харис. И пророк, алейхиссалату вассалам, упоминается, что Расулуллах его простил. Его не убил. Приходит человек тебя убивать, говорит: «Вот я сейчас тебя убью», Расулуллах, значит, имеет возможность полностью убить его, никакого греха пророка, алейхиссалату вассалам, нет. Но однако Расулуллах, которого Аллах отправил как рахмат, он проявляет здесь великодушие, прощает его. И что происходит? Этот человек возвращается к своему тухуму, своему народу. Он был предводителем этого, значит, своего народа, своего племени. И он говорит: «Кад джитукум мин хайрин нас». Я к вам пришел от наилучшего человека. Я к вам пришел от наилучшего человека. Вот так я хотел его убить, вот так он меня простил. Вот эту, говорит, всю историю он своему народу, говорит, рассказал. Также, дорогие мои братья, однажды мы знаем, что Абу Лахаб и его жена были очень сильно настроены против пророка, алейхиссалату вассалам. Знаете, кто такой Абу Лахаб? Кем он приходится пророку, саллаллаху алейхи вассалям? Кто он? Дядя пророка.
один, значит, старший брат отца пророка, алейхиссалату вассалам, которого звали Абу Лахаб, был одним из самых ярых противников пророка, алейхиссалату вассалам. Значит, заблудился, сбился с пути. Его жена тоже была такая же. Бросала колючки на дорогу пророка, алейхиссалату вассалам. Бросала угольки на дорогу пророка, алейхиссалату вассалам. И когда был ниспослан аят, в котором Аллах говорит, значит, будут прокляты обе руки Абу Лахаба. И упоминается в этом аяте и его жена. Сура Таббат. Когда был ниспослан сура Таббат, этот, значит, весть дошла до жены Абу Лахаба. И жена Абу Лахаба говорит, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, порицает нас пугает Адам. Взяла на руки большой камень, значит, булыжник, зашла, говорит, в мечеть. В мечети сидел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и Абу Бакр, радийаллаху анху. Покажите, говорит, мне Мухаммада. Зашла камнем в мечеть жена Абу Лахаба. Покажите, говорит, мне Мухаммада. Вот сейчас я его голову, говорит, дребезги, значит, разбью. Почему, говорит, нас обзывает он на нас? Пророк Абу Бакр сказал пророку, алейхиссалату вассалам, «Я Расул Аллах, сейчас она тебя увидит, значит, какой-то вред может тебе нанести». Расул сказал, не бойся, Абу Бакр. Не бойся, Абу Бакр. Она меня не увидит. Эта женщина зашла, увидела Абу Бакра сидящим. Рядом с Абу Бакром, радийаллаху анху, сидел Расулуллах. Глаза Абу Лахаба жены не видели пророка, алейхиссалату вассалам. Зашла и спрашивает Абу Бакра, где Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. Он говорит, его здесь. Ты видишь здесь его? Она говорит, не вижу. Ну все тогда, говорит. И она ушла. Аллах защитил пророка, алейхиссалату вассалам, и ее глаза не видели пророка, алейхиссалату вассалам, потому что пришла с плохим намерением. Намерением навредить пророка, алейхиссалату вассалам. Много было таких случаев, много было попыток, дорогие мои братья. Еще один пример небольшой расскажу. Фудалят ибн Умайр. Фудалят ибн Умайр, он был одним из ярых противников пророка, алейхиссалату вассалам. Фудалят ибн Умайр, он решил, значит, убить пророка, алейхиссалату вассалам, взял свой хинжал, намазал на него яд, и когда пророк, алейхиссалату вассалам, совершал таваф вокруг Каабы, Фудалят спрятал свой кинжал и шел за пророком, алейхиссалату вассалам. Если удачный момент будет, кинжал вонзит и убить пророка, алейхиссалату вассалам. Расулуллах шел впереди, за ним идет Фудалят. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, полностью повернулся на Фудалята. Пророк поворачивался всем своим телом. Повернулся на Фудалята и говорит, «Я Фудалят, о чем говорит тебе твоя душа?» Субханаллах. О чем тебе говорит твоя душа? Нет, ничего, я Расул Аллах. Расулуллах оставил, дальше идет. Потом еще раз оборачивается пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, о чем тебе говорит твой нафс, я Фудалят? Никто такого намерения, никто не знает, что он хочет убить. Расулуллах, разве что это будет скрытным. Он говорит, что тебе говорит твоя душа, о Фудалят? Он говорит, ничего. 3 раза к нему поворачивается пророк, алейхиссалату вассалам. В 3-й раз подходит к Фудаляту, на сердце ставит свою руку Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалам. Фудалят рассказывает, когда на мою грудь попала рука пророка, алейхиссалату вассалам, моя душа, говорит, изменилась. Не было, говорит, человека более ненавистного для меня, чем Расулуллах. Когда, говорит, я почувствовал прохладную руку пророка, алейхиссалату вассалам, на своей груди, тот же секунду, говорит, на земле, говорит, не было человека более любимого мне, чем Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. Вот так, дорогие мои братья, те люди, которые сегодня печатают карикатуры, хотят издеваться над пророком, алейхиссалату вассалам, они копают яму самому себе, они хотят унизить пророка, оскорбить пророка. Но Аллах, азза ва джалля, наоборот, значит, вот это плохое намерение, ихними тиражами газет распространит, иншаллах, ислам по всему миру. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, Аллах возвысит ислам
грешникам. Грешниками, посредством грешников, говорит, Аллах возвысит ислам. Эти грешники думают, что будет унижать ислам, делая карикатуры. И иншаллах, Аллах вот посредством этих грешников тоже будет распространять ислам. Люди думают, на пророка карикатуру делали. Люди даже не слышали пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Они заставили людей слышать, что есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Они хотят над ним издеваться, но каждый человек, у которого есть нормальная душа, знает, что Расулуллах и пророк Аллаха не может быть таким, которым они изобразили на этой карикатуре. Ихняя душа заставляет их искать, каким же был он Расулуллах на самом деле, ихние поиски, ихние попытки узнать, каким он был, и иншаллах этих людей приведут к исламу. Но мы однозначно против издевательств над пророками и над посланниками Аллаха. Аллаху Та'ала, увидите ихние наказания, кара не будет долгой. Аллах покажет пример для разумных людей, что бывает с последствием тех людей, которые трогают пророков, посланцев, любимцев Аллаха. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.